city of Perm, Russia. I want to tell you about the book Kapriska, written by our local author Vladimir Vorobyov. The tale tells about a magic boy Kapriska by name. He teaches boys and girls different bad things, not to obey their parents, not to follow rules, be capricious and naughty. Эта книга веселая и поучительная детская сказка о маленьком человечке Каприска, который, появившись рядом с мальчиком или девочкой, заставлял их вести себя плохо. Он прятался от взрослых и шептал детям на ухо: «Не слушай бабушку, не ешь кашу» и так далее, а также о том, к чему может привести такое поведение и как герои сказки победили Каприску. Ранним утром к мальчику Павлику пришел Каприска и стал нашептывать ему, что нужно не слушать взрослых. Каприска заставил мальчика вредничать и не слушать бабушку. Бабушка даже решила, что мальчик заболел, но она ошиблась. Потом Павлик и Каприска пошли гулять, но мальчик понял, что Каприска заставляет его поступать очень плохо и хотел уйти от нового друга. Но Каприска напомнил, что бабушка его будет очень сильно ругать. Каприска позвал Павлика есть суп. Они пришли к девочке Наташе. Девочка долго сомневалась, стоит ли им самим готовить, но Каприска опять убедил детей в том, что все будет хорошо. Дети под его руководством стали делать суп-бурде, в котором набросали все, и пачку соли, и варенье, и все, что попадалось под руку. А когда суп взорвался, сбежали от Наташи, оставив ее все убирать и объяснять маме. Потом Каприска отвел Павлика и Наташу к ничегокам. Это взрослые люди, которые плохо учились в школе, ничего не знали, плохо себя вели. Только чудом их друзья Кот в сапогах, собака Бимбо и старый клоун спасли детей. В конце сказки Кот в сапогах говорит волшебное слово и вместе с Каприской исчезает. Но до сих пор, когда кто-то из детей ведет себя плохо, взрослые беспокоятся, что Каприска вернулся. В России снят Каприска — кукольный мультипликационный фильм, созданный по сказочной повести Владимира Воробьева на студии Пермь телефильм в 1983 году. Мама с удовольствием читала эту сказку в детстве и надеюсь, что в будущем дети тоже будут читать эту поучительную книгу.